Стань автором перемен на добро.рф. Акция под таким названием сейчас проходит в Коми. Это информационно-просветительская кампания по подготовке и проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. В рамках федерального проекта «Волонтеры Конституции» десятки активистов в 6 муниципалитетах республики информируют жителей о предстоящих изменениях в главном законе страны и об особенностях проведения процесса голосования. Информационные стойки заработали в Уктыле, Ухте, Печоре, Усинске, Усть-Вымском районе и в Сыктывкаре. Расположены они в общественных местах высокой проходимости. Например, в столице площадки развернули в торговых центрах, перед госуниверситетом, а также лесным институтом. Задача волонтеров на точках информационных именно рассказывать населению о значимости голосования, о том, что необходимо прийти в этот день проголосовать, и они как раз информируют о статьях и об изменениях в поправках. То есть их задача ни в коем случае не агитировать, а именно рассказ и информация. Прохожим волонтеры в деталях рассказывают о сути предлагаемых поправок, а также где и, главное, как можно принять участие в голосовании по их принятию. Напомню, что из-за пандемии коронавируса по распоряжению президента Владимира Путина дата проведения всероссийского опроса была перенесена с 22 апреля на 1 июля. Информационно-просветительская работа волонтеров относительно голосования за поправки в Конституцию проводится по всей России. Десятки тысяч активистов общаются с гражданами всех возрастов. Прямо сейчас на одной из площадок в столице Коми на прямой связи со студией находится моя коллега Евгения Кладкевич. Евгения, вам слово. Да, здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие телезрители. Действительно, прямо сейчас мы находимся возле Сыктывкарского лесного института. Здесь с 2 часов дня волонтеры ведут активную беседу с жителями столицы о голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Хочется еще раз отметить, что поправки касаются всех сфер жизни общества. Впрочем, главное внимание уделяется все-таки социальному благополучию граждан. Кроме устной беседы, волонтеры также раздают прохожим информационные буклеты, чтобы те, будучи уже в спокойной домашней обстановке, смогли еще раз изучить все тонкости и нюансы предстоящего события. Сейчас со мной рядом находится Анастасия Никифорова, начальник Центра развития волонтерства в Республике Коми. Анастасия, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, в чем все-таки главная миссия, задача волонтерской работы и с какими вопросами граждане могут обратиться к активистам? Здравствуйте. Задача волонтеров в том, чтобы проинформировать граждан нашего региона о том, что будут вноситься поправки, да, о том, где и каким образом можно проголосовать. Думаю, стоит еще раз обозначить основные моменты по голосованию, кто, где и, главное, как сможет проголосовать. Да, проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля. Можно будет проголосовать офлайн и онлайн. То есть об этом можно тоже подробнее узнать на сайтах. В Сыктывкаре действует несколько информационных пунктов. Вплоть до 1 июля собираетесь ли вы увеличивать их количество или, например, перемещать их в другие места? Будем смотреть уже по ситуации, то есть если понадобится, то будем увеличивать количество точек. Кроме того, добавлю, что волонтеры также информируют людей о волонтерских акциях, да, всероссийских и об акциях нашего региона, к которым также граждане могут подключиться и принять участие. Спасибо, Анастасия. Действительно, голосование – значимая веха в истории всей страны, и очень важно, чтобы в нем принял участие каждый россиянин. Дорогие телезрители, если у вас до сих пор остались какие-то вопросы о голосовании общероссийском, пожалуйста, обращайтесь к волонтерам, они обязательно вам помогут. Анастасия, желаем еще раз вам удачи. Анна, а я передаю слово вам. Женя, спасибо еще раз от всей нашей редакции. Поздравляем вас с днем рождения. Напомню, на связи с нами была моя коллега Евгения Кладкевич. А теперь к другим новостям дня.